Кимова. На этой неделе исполняется 100 лет со дня создания в России гражданской авиации. Для Якутии авиация является одной из важнейших отраслей экономики и, пожалуй, самым главным видом транспорта. Ведь есть такие населенные пункты, куда кроме как авиации вообще не добраться. Ну и за пределы республики, конечно, нам авиация добираться и быстрее, да и легче, что говорить, привычнее. И сегодня мы обсудим перспективы гражданской авиации в Якутии с гостями в студии. Здравствуйте, уважаемые гости. Первый вопрос такой. У нас вся страна, в общем, особенно авиационная отрасль, подверглась за последний год серьезным санкциям. Но, тем не менее, вроде бы, как обыватели, мы видим, что, тем не менее, самолеты летают, рейсы выполняются, вроде бы ничего не случилось. Что на самом деле произошло, были ли серьезные трудности, как удалось справиться? Позвольте, я начну, а коллеги при необходимости меня дополнят. Действительно, прошлый год он достаточно сложный и напряженный, как и этот текущий год для авиапредприятий республики, да и в целом для авиационной отрасли страны. В прошлом году, к примеру, 9 авиаперевозчиков перестали осуществлять полеты на территории России. И здесь нужно отметить, что вот из этих 9 по 4 авиаперевозчикам Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта. Для авиакомпании это такой основной документ, без которого она не может осуществлять свою коммерческую деятельность. И все это произошло из-за санкций. Наши региональные авиаперевозчики потеряли в прошлом году 2 самолета, которые находились на техническом обслуживании. Это один борт авиакомпании «Алроса» и второй борт авиакомпании «Полярной авиалинии» Л-410. Но, несмотря на такие жесточайшие беспрецедентные санкции, наши авиапредприятия и аэропорты, и авиакомпании они продолжают работу в штатном режиме и, что важно, с обеспечением необходимого уровня безопасности полетов. Конечно, этому способствовали те решения, которые были оперативно реализованы и приняты как руководством нашей страны, так и руководством республики. Компании получили финансовую поддержку. Также мы осуществляем господдержку авиапредприятий из бюджета республики. Она осуществляется в форме субсидий, бюджетных кредитов, которые предоставляются на приобретение и завоз авиационного топлива. Также были реструктуризированы ранее привлеченные бюджетные кредиты, и это позволило снизить финансовую нагрузку на авиапредприятия. И оказывается поддержка в части пополнения и поддержания флота. К примеру, в этих сложных условиях в прошлом году, я думаю, Дмитрий Рудольфович еще поподробнее расскажет, удалось завершить поставку так необходимого нам сегодня воздушного судна «Бомбардье», который сегодня осуществляет полеты внутри республики. Авиакомпания «Полярная авиалиния» также проведена колоссальная работа, и сейчас подразделение компании «Якутия Техникс» осуществляет многие виды работ по воздушным судам, таким как «Боинг», «Сухой Субиджет-100» и «Бомбардье». Так, давайте по порядку, потому что у вас такой обширный ответ, да, вы всего коснулись, собственно. Вот что значит потеряли 2 судна? АК «Алроса» у нас сейчас нету, в авиакомпании «Якутия» есть. Что там произошло с этим самолетом? Здесь речь шла о Л-410, это воздушное судно полярных авиалиний. Мы, в свою очередь, можем констатировать факт, что по ранее заключенным договорам лизинга нам не было поставлено 3 воздушных судна 737. Один практически уже был раскрашен в нашу ливрею. Это касается, скажем так, влияния санкций. Да? То есть поставки сорвались просто? Да, поставки сорвались. И, соответственно, планы, которые мы строили на 2022 год, надо было там срочно корректировать. Поэтому, скажем так, принятие этих пакетов, да, от Евросоюза, США,
Вот, оно шло стремительно, поэтому ну, отмечаем, что якутские авиаторы, они все-таки не растерялись, не потерялись, вот, вовремя все отреагировали, и благодаря этому решили все наши многие хозяйственные, социальные вопросы, что касается по авиаперевозкам. И что По воздушному добавить? судну Л-410, да, действительно, одно воздушное судно было направлено на завод-изготовитель в Чехию для прохождения периодического технического обслуживания. Это как бы плановые работы. Отправка воздушного судна состоялась до момента всем понятных событий. К сожалению, на текущий момент, да, мы видим, что чешская сторона полностью прекратила с нами контакты в отношении продолжения технического обслуживания и части переговоров по возврату воздушного судна на территорию Российской Федерации. То есть просто самолет уехал к ним на техобслуживание, и, грубо говоря, они его там Наверное. оставили и не вернули. Именно так. И ничего по этому поводу не Предварительно, говорят. да, сейчас мы ведем как бы такую работу подготовительную. Все-таки надежда у нас какая-то есть, сохраняется, но пока открыто об этом говорить нет возможности, наверное. И, наверное, шансы по возврату воздушного судна не минимальны в настоящее время. Мгм. Ну, я знаю, что вот наша авиакомпания, в частности Якутия, это одна из первых авиакомпаний, которые начали вот отечественные самолеты использовать сухой суперджет, да, довольно активно. И, как казалось, это, в общем, правильно была сделана ставка в свое время. Но, тем не менее, у нас ведь много судов иностранного производства. Те же Боинги, те же Бомбардье. Вот как с ними дела обстоят? С их обслуживанием, с запчастями и так далее? Ну, вопрос. Хотелось бы вперед отметить, что в принципе все, что производил российский авиапром, якутские авиаторы ее внедряли и эксплуатировали. Это и Ан-3, и Ан-140, и Суперджет, и Ту-204, 14 и так далее. В свое время там тоже рассматривался. Да? Вот поэтому якутская авиация все-таки внесла, наверное, ну и не сказать, наверное, огромную, но все-таки важную лепту, значительную лепту, особенно в освоении при низких температурах, вот, при неподготовленных аэродромах, аэропортах и такой вот, скажем так, очень протяженной географии полетов. Все-таки мы сами знаем, что какой у нас регион, а если берем весь Дальний Восток, ну, это очень большие расстояния. Допустим, у нас самое маленькое расстояние, это вот Якутск-Батагай, 600 километров, да? Вот, 660. Все остальное это исчисляется от 1700, там, 1500. Конечно, эти огромные расстояния, ну, скажем так, накладывают некую изюминку в нашей якутской авиации. Ну, я уже молчу про температуру до минус 57-54. Вот, а касательно сегодняшней эксплуатации, ну, вышло, то есть и действует очень много постановлений Российской Федерации, если их обобщить и упростить, это все идет речь о параллельном импорте. Вот. Да, это сейчас сегодня сложный процесс, вот, особенно при пересечении таможенных границ, процедур и так далее. Ну, авиакомпания Якутия, как и все авиаторы страны, тоже приспособились к этому, да, вот. И на сегодняшний день эти нормативы позволяют нам, пускай не так быстро, как раньше, да, но все-таки изыскивать возможность по доставке запасных частей, агрегатов и так далее. Вот. И, наверное, следует еще отметить, что авиакомпания Якутия в прошлом году, ну, пока единственная, наверное, в стране, да, получила право на техобслуживание вот этих вот наших канадских самолетов. Это важно почему? Потому что если бы авиакомпания Якутия не справилась с этой задачей, то обслуживать эти самолеты было бы вообще негде. Вот. Они бы у нас стояли без обслуживания и не эксплуатировались. И также авиакомпания Якутия уже до этого получала право на выполнение так называемых C-чеков. Это, ну, капитальный ремонт, по-простому сказать, да, на самолетах сухой суперджет. Вот, поэтому вот наши основных два типа, это Бомбардье и Суперджет, мы сегодня делаем самостоятельно. Вот. По самолетам типа Boeing 737 мы делаем в сторонних организациях, вот, ну, там во Внуково, вот. Тоже, которые имеют сегодня авторизацию, сертификацию получили, вот, поэтому делаем там. То есть на территории России они Да, на могут территории их России, обслуживать? да. Мгм. Сейчас, ну, если в общем сказать, то такие крупные компании, как Аэрофлот, Уральские авиалинии, Сибирь, которые имеют там мощнейшие базы, да,
авиационно-технические, они наращивают свои компетенции, вот, свои сертификаты, и, в принципе, данный вопрос имеет перспективы, и он решаемый по обслуживанию воздушных судов там, иностранного производства. А вообще без помощи государства бы справились авиаторы наши? Вряд ли. Ну, здесь первоначально. Да, тут с точки зрения юридического обеспечения, допустим, вот эти все, Андрей говорит, что получили они одобрение это Росавиации на техобслуживание, ну, Си-чека это. Вот. Но это, а во всем мире, если такое получается, что это не дает производитель. И сейчас у нас получилось так, юридической точки зрения, да, допустим, Бомбардье не давала вот такого разрешения, но Росавиация это все... Все риски взяла на себя. Да, весь юридический удар, будем говорить, правительство взяло на себя. Потому что вот генеральный директор, он не имеет права, допустим, без техобслуживания обслуживать. И они ставят вопрос, как же так это сделать-то? И вот Росавиация приняла это на себя такое решение, вот, на себя, это ответственность. Потому что сейчас, если что случится, то будет отвечать она, им как давший разрешение на обслуживание, потому что это очень сложный такой чек. И помощь государства, вот как вы спрашиваете, заключалась в том, что вот именно правительство Российской Федерации все риски юридически взяло на себя. И это облегчило работу вот генеральных директоров. Тот же параллельный импорт, он же по нашему законодательству запрещено было ранее. Нельзя было так делать. Сейчас можно. Но много того, что можно было нельзя, сейчас разрешила она. Официально. Понимаете? Поэтому им легче работать. Ну и также, да, вот здесь хотелось бы добавить, о чем мы говорили ранее, что с помощью государства мы смогли вернуть и воздушное судно «Бомбардье» авиакомпании «Полярной авиалинии». Были приняты определенные решения, и сейчас самолет выполняет полеты. Да, воздушное судно находилось на выполнении периодического технического обслуживания в объеме Си-чек. Выполняли мы на территории острова Тайвань. Организация Air Asia. Ввиду ограничительных мер у нас возникли трудности с поставкой запасных частей для восстановления исправности и завершения этих работ. Скажем так, что не только с поставкой и покупкой на рынке, но и с доставкой их до территории острова Тайвань. Но в ходе проведенной работы все-таки удалось достичь соглашения в отношении пересечения государственной границы, выстраивания логистики для отправки данных запчастей до данной организации и перелета уже до территории Российской Федерации, в том числе в Якутск. Удачно завершилось. Давайте прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем обсуждать развитие перспективы гражданской авиации в Якутии. Ну и следующий вопрос такой. Изменился ли пассажиропоток в 2022 году в сравнении с 2021? Понятно, что коронавирус, там был пик пандемии, тут потихоньку начало снижаться. Наверное, только стали выходить, наверное, цифры стали больше с одной стороны, с другой стороны те же санкции. То есть вот как что поменялось? Здесь действительно вы абсолютно правы, что к 2022 году в целом можно было отметить восстановительный темп по пассажиропотоку, да, в целом и в России, и у наших авиапредприятий. То есть был преодолен вот этот спад после пандемии, но в 2022 году случились новые вызовы. И если мы говорим в целом по России о цифре, да, то там ориентировочно порядка 95 миллионов было перевезено за 2022 год, и 15% составило снижение по сравнению с прошлым годом. И вот эта же тенденция прослеживается и на нашем рынке наших авиаперевозчиков. Где-то порядка 17% снизился объем пассажиропотока, но вот в целом по компаниям здесь тоже интересно было бы посмотреть. Вот так как, к примеру, у авиакомпании «Полярной авиалинии» в 2022 году, наоборот, был существенный рост. Но я думаю, Дмитрий Рудольфович дополнит.
Да, подвели итоги по работе по 2022 году. Видим, что у нас существенный прирост в объемах перевозок. Видим, что по всем видам перевозок у нас рост пассажиропотока составил примерно на 23%, он увеличился по сравнению с 2021 годом. По грузоперевозкам порядка 20%. Это, наверное, связано это еще и с тем, что начали активно субсидироваться Да. рейсы внутри республики. Все верно. На данный момент внутри республики существуют две программы субсидируемых перевозок. Это межулусные и внутриволосные перевозки. Причем внутриволосные перевозки это субсидия за счет бюджета республики составляет порядка 70% от стоимости авиабилета, а при выполнении межулусных полетов это порядка 60%, что действительно очень хорошо подогревает интерес жителей республики, подвижности, перемещению, покупки билетов и в целом показывает такие результаты. Я вот помню, что когда только появились субсидированные билеты, они буквально в первые же дни заканчивались в кассах как горячие пирожки. Сейчас также дела обстоят? Или? В настоящее время авиакомпанией запущен проект по продаже субсидируемых авиабилетов через сайт, официальный сайт авиакомпании Polar Aero. Программу мы начали в декабре прошлого года, а стартовала она официально уже в январе. Да, действительно очень хороший интерес, ввиду того, что люди, мы видим по динамике, что люди активно пользуются данной услугой. Мы видим, что есть прирост по покупке авиабилетов не в Якутске, это именно арктические, северные улусы, что по сравнению с предыдущим периодом рост составил порядка 2%. И, как правило, когда открывались продажи, да, действительно, выкупали билеты очень быстро, некоторые люди не успевали просто дойти до кассы. В данном случае услуга несколько стала удобнее и ближе к населению республики. А кто может воспользоваться этой субсидией? Я так понимаю, что только жители улусов с улусной пропиской. Все верно, все верно. Да, данной услугой могут воспользоваться только жители республики, проживающих в северных и арктических улусах республики. А вот перевозки внутриреспубликанские, там, скажем, Якутск, Алекминск, там, так далее, вот такие не субсидируются? Субсидируются. Да? За порядка 60% от стоимости авиабилета. Давайте я, наверное, немножко добавлю. Да. Немножко в другую сторону пошли. В части субсидирования авиаперевозок на территории республики, вот Дмитрий Анатольевич рассказал про два вида субсидирования. Это первое, это арктические улусы, второе, это внутриулусные перевозки. Есть еще у нас третий вид субсидирования, это для стыковочных рейсов в Черский. Там у нас идет реконструкция аэропорта. Соответственно, полеты оттуда выполняют только вертолетами. 8 тоже полярные авиалинии. Вот. И происходит стыковка вертолетом до Среднеколымска и со Среднеколымска до Якутска самолетом Ан-24. И для того, чтобы вот эту стоимость вертолетного рейса не компенсировать, компенсировать пассажирам, жителям Нижнеколымского улуса, у нас есть субсидирование вот этих стыковочных рейсов. Вот это третий вид. Значит, что касается других улусов, пока у нас субсидируется вот только арктические улусы. 13 арктических улусов, 14 населенных пунктов. Да. Алекминск туда не входит, но у нас есть такая идея, да, чтобы, если позволит нам возможности бюджета в этом году, все-таки расширить программу субсидирования, добавить не только арктические, но и труднодоступные, в том числе Алекминский улус. Мы очень бы хотели включить, потому что транспортная схема Алекминского улуса, понятно, что очень сложная, хотя он и не относится к арктическим. Вот вкратце так. Ну и еще, конечно же, есть субсидии федеральные для жителей Дальнего Востока. Вот что у нас вот в этом году с этими субсидиями? Да, по федеральным субсидиям тоже с 2012 года идет система субсидирования. Вышло несколько постановлений правительства Российской Федерации. Особенно оно направлено на транспортную доступность для жителей Дальнего Востока. И вот мы, как жители Дальнего Востока, пользуемся вот этими льготами и этими возможностями. Есть постановление 215, по которому по двум предложениям. Первое – это для молодежи и для пенсионеров, плюс льготные категории. Да, это то, что первоначально было. А потом к ним добавились, еще все жители
Дальнего Востока. Вот. По этим маршрутам у нас есть определенный перечень маршрутов, они субсидируются. Авиакомпании и Якутия участвуют в этих. Якутск-Москва у нас работает по этой схеме Аэрофлот. Вот. Другие авиакомпании тоже вынужденно подтягиваются под эту вот компания Seven, она свои скидки предоставляет, чтобы соответствовать этим тарифам. Еще у нас есть программа межрегиональных перевозок по Сибири и Дальнему Востоку, по которым тоже есть перечень маршрутов, связывающих Сибирь, Дальний Восток. И есть еще программа дальневосточная, это программа единой дальневосточной авиакомпании, в рамках которой вот успешно работает авиакомпания Якутия. Дарья Степанович, я думаю, расскажет сейчас. И выполняются рейсы по Дальнему Востоку. Ну вот, кстати, об единой дальневосточной компании я слышала, что именно то, что авиакомпания Якутия вошла в эту единую дальневосточную компанию, поэтому, собственно, и удалось получить вот субсидии федеральные. Так ли это? Ну, здесь маленько не так. Основная цель создания единой дальневосточной – это консолидация усилий нескольких авиационных предприятий по Дальнему Востоку. Мы сами же понимаем, что география Дальнего Востока, она обширна, и аэропортов у нас больше не станет, наверное, да? Они связаны всякими разными там маршрутами, да? Вот, и зачастую избыточная конкуренция все-таки она присутствует. Вот. Поэтому в рамках вот консолидации вот единой маршрутной сети, удобных там стыковочных тарифов, рейсов и так далее, да, вот, ну, первая идея, замысел был такой. Касательно уже непосредственно, что реализовано, да, 25% акций сегодня передано, продано, то есть компании «Аврора». Вот. Теперь у авиакомпании Якутия, скажем так, два основных акционера. Это правительство Республики Саха-Якутия в лице Министерства имущественных отношений 75%. И 25% это «Аврора». Работать мы будем в рамках, конечно же, федерального законодательства об акционерных обществах. Да? Вот. Если говорить непосредственно по производству, то мы сейчас ведем работу по введению единых стандартов, ну, общих правил. Да? Вот. Это ну, многогранные такие всякие наши аспекты нашей деятельности. Вот. Поэтому эта работа будет сейчас проводиться уже в этом текущем году. Вот. И надеюсь, что плодами станет, что действительно, чтобы пассажиры Южно-Сахалинска, Хабаровска, Якутска, Улан-Удэ, Иркутска, да, они не путались в авиакомпаниях и жили по одним правилам. Да. Вот, поэтому этот год предстоит в этом. А касательно уже субсидий, да, действительно, консолидатором предоставления субсидий является авиакомпания «Аврора». Вот. И работа, которую ведет авиакомпания Якутия, она ведется так называемому договору кодшера, то есть маркетинговый партнер это «Аврора», мы оператор-производитель. Да? Вот. И в таком же, скажем так, концепции, наверное, мы и продолжим эту деятельность свою. Вот. А если совсем по-простому сказать, что ощутил пассажир, да? Пассажир прежде всего ощутил разницу в тарифе. Допустим, самый дорогой тариф из Якутска у нас это Хабаровск 10500, ну, до 10500. Когда, как вспомнить, там год-два назад это было минимальный тариф там 12-15, ну, в летний сезон даже до 20 доходило. Тут же Улан-Удэ сейчас вот 8-7 тысяч, да, тоже как бы где-то средний тариф был где-то 15. Поэтому практически вот на 40, там 30, в некоторых местах даже 50% то есть снижение произошло вот за счет этой программы. Вот, и вот если вот вы спрашивали про пассажиропоток, да, вот, ну, если у нас внутри республики более-менее статичные перевозки, да, ну, изменяется там от количества самолетов, от частоты рейсов, да, вот, то по межрегиональному, внутри Дальневосточному у нас очень большой рост идет пассажиров. Вот, почти, скажем так, да, тоже процентов на 30-40. Ну, то есть в тот же Хабаровск, Владивосток стали летать чаще, поскольку билеты стали дешевле. Да, вот, и авиакомпания Якутия вот в этой доле, наверное, ну, консолидирована, да, если вся группа «Аврора» перевезла там, по-моему, 350 тысяч, да, мы перевезли где-то 162 тысячи. Ну, то есть чуть, почти половина. Почти половину, да. Вот. Ну, это о чем говорит, о том, что, в принципе, все маршруты, которые мы сегодня выполняем, они востребованы.
тот же Красноярск, Благовещенск, Чита и так далее. Хотя с коммерческой точки зрения это было бы, наверное, авиакомпаниям очень сложно сделать. Знаю, что полярные авиалинии у нас тоже готовятся к вхождению в единую дальневосточную компанию. Мы об этом поговорим после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем обсуждать развитие гражданской авиации в Якутии. И вот вопрос такой. Мы обсудили только что вхождение авиакомпании Якутии, так скажем, в пул единой дальневосточной авиакомпании, если так правильно будет выразиться. И вот полярные авиалинии тоже вроде бы как готовятся к вступлению туда. Да, есть поручение президента, правительства Российской Федерации о создании единой дальневосточной авиакомпании, в рамках которой планируется объединение всех дальневосточных авиакомпаний в единый холдинг. В том числе авиакомпания «Полярная авиалиния», она тоже включена в этот перечень. И сейчас правительство республики проводит совместно такую работу с Минтрансом России по вхождению авиакомпании «Полярная авиалиния». В чем я вот здесь вижу преимущество, да, то, что сейчас без государственной поддержки перевозки на Дальнем Востоке, они убыточны, несостоятельны. И вот эта система государственной поддержки, система субсидирования на федеральном уровне, она идет у нас, развивается через авиакомпанию «Аврора». Поэтому я считаю, что вот вхождение Якутии, полярных авиалиний, наших авиакомпаний в единый холдинг – это положительный момент, потому что позволит гражданам республики повысить транспортную и ценовую доступность, то есть летать чаще, летать дешевле. Да. И второй момент, то, что касается вот текущей ситуации, да, это воздушные суда. То есть та программа, которая принята, комплексная программа развития авиационной отрасли России до 2030 года, она предусматривает обеспечение строительства, поставку воздушных судов отечественного производства. Ну и не секрет, что одним из крупных получателей будет авиакомпания «Аврора». Ну а через авиакомпанию «Аврора», я думаю, наша авиакомпания тоже получит. Поэтому в перспективе вот это сотрудничество будет положительным и для жителей республики, и для самих авиакомпаний. Ну, что ж, будем надеяться на это. Также было анонсировано создание новой авиакомпании «Тундра», которая, предполагается, будет обслуживать санавиацию и авиалесоохрану. Вот на какой стадии готовности и эти задачи у нас по силам ли малой авиации, может быть? Тут, наверное, я отвечу, да, на этот вопрос. Да, действительно, работа такая ведется. Вновь организуемая авиакомпания с долей участия 49% акций со стороны авиакомпании «Полярной авиалинии». В настоящее время готовится пакет доказательной документации с учетом замечаний, которые уже были как бы оформлены со стороны Федерального агентства воздушного транспорта при первом рассмотрении документации, которая была представлена в первичном видении. Работа ведется, работа, скажем, такая на внимательность, она больше уже работа на сплоченность. Считаем, что в ближайшее время данная работа будет завершена, и уже с учетом правок, замечаний, данные документы будут представлены в сертификационные органы. Далее следует уже такой, шаговая работа в части проведения выездной проверки, но это уже будет отдельно рассматриваться, наверное, со стороны руководства авиакомпании «Тундра», отрабатываться, и Федерального агентства воздушного транспорта. Но эта авиакомпания, она будет создаваться на базе полярных авиалиний, правильно? Ну, по сути, да. Авиакомпания «Полярная авиалиния» также является одним из соучредителей данной авиакомпании, и также, да, действительно, также с участием авиакомпании «Полярная авиалиния». Вот есть у вас что добавить по этой теме, потому Да, что, вот эта идея именно создания авиакомпании малой авиации, в кооперации с полярниками, мы с 2016 года все Семену Викторовичу предлагали.
Ну, в этом году, видать, этот по указанию Тарасенко все-таки он дал ему что сделать. В чем выгода, вот, когда именно кооперация вот с таким, ну, будем говорить, мощным финансовым состоянием компании для начинающей компании в том, что финансовые ресурсы у полярников не сравнить, конечно, с теми тремя ребятами, которые вложились в это дело. Вот, и одно из таких, будем говорить, выигрышей в том, что есть такие накладные расходы, называют. Это сухой летный час. Это расходы, куда входит то, что не связано с этими, с полетами. Это руководство, бухгалтерия, всякие вот эти. А вот этой компании всего будет 3 начальника. То есть генеральный директор, зам по летной и зам по инженерной авиационной службе. И она даст возможность им ставить тарифы на грузовые или на авиационные работы меньше, чем самих полярников. Вот в чем именно выгода. Я поддерживаю вот эту идею, именно создание такой. Но проблема в том, что вот именно они летают начинают на Ан-2. Вот. Дело в том, что вот именно Ан-2, я считаю его одноразовым самолетом. Потому что когда мы пробили вот это разрешение начинать с одного самолета, авиационные работы выполнять, коммерческий полет, перевозки пассажиров, резко вырос на него спрос на Ан-2, потому что больше ничего нет. Вот. И она с 5-6 миллионов сейчас стоит 12. Это вот вы говорите о тех правилах, которые которые мы добивались, которые вот с 1 сентября 2022 года. Да, именно вам давал в прошлом году интервью. И, вот, и второе, самое главное, вот такое, ну, самолет-то можно купить, в принципе, это 12 миллионов можно найти. Нет экипажей. А у них еще есть, у полярников. Поэтому вот именно начинать вот с такой кооперации, с такой компанией, это хорошая идея. Кстати, вот насколько остро стоит вопрос подготовки кадров? Вот это вот интересно. Я знаю, что, ну, как бы считается традиционно, что наши летчики вообще, в принципе, ценятся, и среди других региональных авиакомпаний с уважением относятся к тем, кто может летать в туман, там, в минус 50 и так далее. Вот как с кадрами дела? Ну, в этом я дополню тоже как раз. Вот, вторая часть, вот почему именно нет экипажей на Ан-2. Потому что их ни одно училище не выпускает. Сейчас училище России, частное или государственное, выпускает на самолет Cessna или Diamond. 2 типа. На Ан-2 нет. Поэтому вот именно... и переучить негде. То есть, вот, допустим, летное училище закончил наше якутское, молодой человек хочет летать на Ан-2, ему негде переучиться. Ну, у полярников каким-то образом, ну, будем это, легитимность этого решения, конечно, вызывает вопросы. То, что они внутри себя переучивают. Но на сторону они не могут работать, потому что у них нет лицензии, во-первых, на образовательные деятельности, во-вторых, на подготовку вот этих экипажей. Ну, а у них сейчас экипажи есть, поэтому им-то легче начать. А вот почему вы спросили, вот после этого разрешения у нас не появилось, ну, тот примерно количество компаний, которые я говорил, 10, потому что экипажи никак не могут найти. Сейчас есть 3 или 4 компании, которые имеют самолеты, ну, то есть владельцы самолетов, но у них нет самолет экипажа. есть, а летать некуда. А экипажей нету, поэтому они не зарегистрировались и продолжают, как говорится. Хорошо. Я бы хотел дополнить в отношении... Ну, первый вопрос – это вопрос переучивания. Да, на базе авиакомпании «Полярные авиалинии» с 2020 года на базе авиакомпании «Полярные авиалинии» был сертифицирован авиационный учебный центр, который является держателем 2 одобрений лицензии Минобразования, а также Федерального агентства воздушного транспорта. В отношении переучивания, ну, с одного типа на другой, как минимум, это Ан-2, Ан-3, есть утвержденная программа, она прошла апробацию и утверждение со стороны Федерального агентства воздушного транспорта, и в данном отношении мы проводим переподготовку. В отношении, ну, вообще в целом по летному составу, ну, я бы не хотел так замыкаться, летный состав, мы говорим только о летном составе. Инженерно-технический состав, я бы хотел говорить авиационный персонал, да, в целом. Дефицит существует в целом по республике, но он закрывается благодаря, ну, первых, как бы, моментов, связанных с тем, что на примере полярных авиалиний у нас действует программа «Молодежь в авиацию» уже не первый год. Даже в настоящее время по ученическим договорам от компании «Полярные авиалинии» обучаются 44 курсанта. На базе Омского летно-технического колледжа гражданской авиации мы очень рассчитываем, что эти люди придут к нам работать.
Это порядка 36 человек летной специальности, 3 бортмеханика и авиационно-технический состав. У нас уже не так много времени остается. По подготовке быстро, кадров, да? ага. Значит, как раз касаясь Якутского летного училища, значит, нами проведены переговоры с его головным учреждением, Государственным университетом гражданской авиации в Санкт-Петербурге, о том, что они ведут у себя программу подготовки пилотов именно на тип Ан-2. Поэтому я надеюсь, что уже этой осенью мы все-таки сможем новую программу утвердить и ввести ее в работу. Ну, значит, будущее у То есть авиации работа есть. идет. Работа идет, будущее авиации есть, тем более у малой авиации. Хотелось бы закончить на какой-то позитивной ноте. Все якутяне, очень многие якутяне с нетерпением ждут возобновления международных рейсов, очень любили летать в Китай. Вот можете ли вы как-то обрадовать? Обрадовать действительно можем. Ну, как вы знаете, Китай постепенно открывается. Сначала они открыли по так называемым деловым визам, да, и, если я не ошибаюсь, 8 февраля открывают по спискам для туристических групп. Вот, и поэтому авиакомпания «Якутия» тоже сейчас проводит подготовку к открытию международного рейса. Вот. Возобновляем все наши договорные отношения с Китайской Народной Республикой, с авиационными властями Китайской Народной Республики. И, ну, если быть кратким, то с апреля мы начнем выполнять по маршруту Якутск-Харбин. Предварительно это у нас частота будет вторник-четверг. Ну что ж, отлично. Начнем пока с этого. Ну что, спасибо всем большое. Всех с праздником наступающим, с Днем гражданской авиации. Это была программа «Якутия Лайв». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите «Якутия Лайв» по будням на телеканале «Якутия-24». По будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.